Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную и теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Что вот-вот случится с вами в вашей жизни? Загадайте, пожалуйста, на себя, на самые ближайшие события, на самые ближайшие дни и часы. И давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, вот-вот. Вот здесь женщина сети тянет. В сетях много всего. Вы все разные. У кого-то это результат успеха на работе, результат успеха в вашем собственном деле, ну, либо какая-то возможность, помощь, шанс, да, который вам выпал и вы не упустили. Сети очень тяжелые. Вам тяжело их тянуть, но вы их вытянете. Прям, знаете, как упор берете, чуть ли не лежа, и тянете эту сеть. Там много всего интересного, много всего очень важного. Того, что порадует ваше сердечко. То есть ваши старания, ваша работа, ваши действия были не напрасны. Большую сеть вытащите. Мужчина. Ноги впереди, голова позади. Спешит. Мужчина спешит. Причем спешит не с пустыми руками. У одних отыграется, он что-то с собой несет, а у других будет мужчине есть что сказать. Спешит, прям бежит, спешит в вашу жизнь. Смотрите, вы все разные. Мужчины и женщины меня смотрят, да? Здесь предсказание одинаково. Мужчина на пороге, мужчина с важным сообщением, с важной информацией, либо с чем-то вот конкретным, да, что-то вам принесет. Мужчине этому вы обрадуетесь. Встреча будет очень приятная. Дальше с левой стороны горы, но горы невысокие. Невысокие. И они как бы к вам подбираются, эти горы. Да, скорее всего, с какими-то проблемками столкнетесь, либо, знаете, как уже накипело, назрело, нужно каким-то вопросом будет заниматься. Здесь две горы. Одна поменьше, другая побольше. Значит, ничего не бойтесь, делайте то, что должны, то, что знаете, умеете. Горы вы эти точно перейдете, вы вопрос вы точно решите. Просто какая-то, ну, как неожиданность, да, элемент неожиданности. Но придется, конечно, этим заниматься. Какие-то проблемы, дела брать на себя и решать. Дальше. Здесь два человека пытаются якорь бросить, ну а третий им мешает, не позволяет, да, он цепляется за этот якорь и начинает его раскачивать. То есть нет стабильности в отношениях между двумя людьми, потому что третий делает все для того, чтобы не было мира, не было лада, не было спокойствия. Так, придется бороться, придется принимать какие-то крайние меры. Причем не только вам, но и тому, кто с вами рядом пытается этот якорь бросить. Да? Вы будете что-то такое вот придумывать, предпринимать, чтобы этого третьего раз и навсегда вычеркнуть из своей жизни, да? Удалить из своей жизни, чтобы не мешал, не лез, не лезла. Да, тут и подумаете, и придумаете, и даже сделаете. Большой трилистник вам выходит. Это знак удачи, это знак везения, это знак того, что вам совсем скоро повезет. Повезет, везение вам улыбнется. Госпожа удача вас под руку возьмет и по жизни поведет. И здесь, кстати, везение по-крупному идет. Так, большая каракатица. Щупальцы теряет. Но это верный знак того, что ваши враги, ваш враг, каракатица — это женщина-враг, теряет свою силу, теряет свое здоровье, теряет свои возможности, теряет щупальца. Ну, щупальцами эти каракатицы, они охотятся, да, там, питаются, охотятся, присасываются. Да, теряют. Две щупальца потеряла. У ваших врагов, у вашего врага
дела все хуже и хуже идут. И каракатица, она не к вам плывет, а она от вас отплывает. Да, даже заскучаете, скажете, где мой враг? Где моя недоброжелательница? Куда пропала? А она спряталась, да, зализывает раны, восстанавливает силы, но силы уже не восстановит. Как-то все это уже безвозвратно. Прям плохо-плохо ей становится. Дальше. Человек на маленькой лошадке. Человек с большими амбициями, но на очень маленькой лошадке. Бедная лошадка скоро под ним там рухнет. Кто-то очень незначительный попробует на вас произвести максимальное впечатление. Будет рассказывать, что я там все решаю, пальцем там щелкнул, все случилось, глазом моргнул, все уже все сделали, да меня все знают, да меня все боятся, я все умею, я все знаю, я тут царь. Да, какой-то такой человечек вам встретится, попадется. Значит, мои хорошие, человек абсолютно не тот, за кого себя выдает. И это прям будет видно невооруженным взглядом. Вот, не идите там на поводу этого человека, если прям чувствуете, что не оно, так и говорите, а я тебе не верю, да, либо докажи, вот прям докажи. Да, кто-то на вас будет производить впечатление, прям хочется, чтобы вы там ахнули, сказали, о боже, какой человек, какой мужчина. Нет, этого не будет. И еще по таким знакам часто показывают работу, которую вы, либо ваш близкий воспринимает как что-то незначительное, такое мелкое, несущественное, либо недостойное. Но работа, как ни крути, она все равно работа, за нее платят. Да? Кому-то действительно придется браться за очень простую работу, либо за какое-то очень простое задание, хотя у вас амбиции там, не знаю, на миллион. 2 четверки. Одна прям такая плотная, а вторая прям как тень. 2 четверки. Здесь явно кто-то сойдется, а кто-то, наоборот, разойдется. Неожиданная информация о чьем-то союзе и о том, что кто-то поссорился. Это может быть в один день, либо это как-то вот все вместе связано, завязано. Может быть, там был четырехугольник, он распадется и превратится в союз. Вы об этом узнаете, вы об этом точно услышите. На вас это произведет впечатление. Здесь в центре показывают вас с большой подковой в руках. Но почему-то вы смотрите влево. Подкова. Но опять же, да, и трехлистник у вас вышел, и тут вы с подковой. Хорошие знаки. Только про подкову могу так сказать. Смотрите, не проморгайте свое везение, свою удачу. Здесь вам что-то то ли будут предлагать, то ли куда-то вас звать, приглашать, а вы, значит, влево смотрите. Не откажитесь. Здесь именно ситуация в ваших руках. То есть если вы эту подкову принимаете, да, вы в выигрыше. Если вы отказываетесь, как бы ничего не происходит. Звать, приглашать, может быть, даже что-то обещать. Да, но нужно будет согласиться. Все будет зависеть от вас. Дальше, мои хорошие, большая птица на подлете. Либо кто-то на самолете к вам летит, либо вам совсем скоро лететь на самолете, либо какие-то серьезные, официальные там, письма, обращения, документы придут в вашу жизнь. Прям совсем скоро. Птица серьезная, она на вашей стороне. То есть, сама по себе ситуация для вас полезная идет. Большой гаечный ключ. И еще какой-то инструмент, не могу понять, что это. Инструменты вам идут. Но обычно инструменты показывают к работе, когда много работы у человека будет. Да? Либо человек, возможно, будет заниматься чем-то таким, где необходимы инструменты. К ремонту могут показать такие вещи. Может быть, вам что-то придется ремонтировать, причем в каком-то экстренном порядке. А может быть, вы себя в каком-то новом деле попробуете. А может быть, правда, у вас будет большой объем работы, и вам без инструментов, без помощников не справиться. С вашей стороны вышло, с вашей. Мужчине на голову мешок одели. Либо правду скрыли от мужчины, либо в заблуждение ввели. И вижу, что вам придется это все исправлять. Мужчина может быть как свой родной, близкий, любимый,
так и, например, какой-то, ну, знакомый, там, приятель, либо человек, с кем вы сотрудничаете. Очень тяжело вам будет этот мешок с головы человека снять. Он прям к нему прирос, понимаете? И да, возможно, даже с какой-то кровью придется снимать. Ну, то есть с кровью это значит человека, ну, человеку сделать больно, да, своей правдой, своей истиной. Это не в прямом смысле слова, что вы там кровь человеку пустите. Нет. Возможно, правда, которую вы человеку откроете, его ранит. Ну, вот такие ощущения идут. Но если этот мешок не снять, то беды не оберешься. Человек в заблуждении, человек, не зная правду, может делов наделать. И тогда всем будет плохо. Так, еще. Так, здесь показывают мужчину, который страстно начнет ухаживать за женщиной. Его цель, минимум, это уложить вас в постель, максимум влюбить в себя, ну, типа покорить, сделать своей женщиной. Ухаживание очень назойливые, очень активные, очень такие приставучие. Значит, мои хорошие, если вы человеку не верите, не доверяете, либо у вас есть какие-то подозрения, тогда желательно держать дистанцию вытянутой руки. Если вам человек нравится, ну, у вас все сложится, у вас все получится. Но здесь прям не оставят вас в покое, пока от вас не добьется желаемого, либо пока не пошлете. Как-то так информация идет. Дальше. Образ человека, который над собой радугу держит. Но это к празднику, это к веселью, это каким-то праздничным моментом в вашей жизни. Над головой радуга. Возможно, вы будете приглашены на мероприятия праздничного характера. Возможно, в вашей жизни что-то случится, произойдет, исполнится. И вы прям сами для себя праздник устроите. Прям несколько дней как будто бы празднуете. И вот это праздничное настроение сохраняется прям надолго, надолго с вами. Да, какие-то неприятности потеряют вес, и вы прям на позитивчике, на позитивной волне радуетесь жизни. Здесь у нас звезда. Вернее, кто-то, кто думает, что он звезда. Человек попытается перед вами повыпендриваться. Но вы быстро этого человека поставите на место. Знаете, как семечку щелкните. Быстренько эту звезду разденете. Да, человек много на себя берет, и человек выдает себя за того, либо за ту, кем не является. Да. Встреча с вами будет роковой. Вы человека на место задвинете, подвинете и свет прикрутите. Ну а что выпендриваться? Зачем? К чему это? Что значит звезда? Звезды на небе, а вокруг люди. Так, еще. Кто-то пытается до вас добраться. А вы то ли не хотите этого человека видеть, то ли вы этого человека заблокировали. Здесь человек прям в стенку бьется головой, но пробить ее не может. Смотрите, с вами кто-то пытается связаться. Скорее всего, человек заблокированный вами, либо человек, который неправильно записал ваш телефонный номер, да, не может до вас дозвониться, либо с вами связаться. Да, пытается вас найти. Юла небольшая, но есть. Придется вам крутиться, придется вам вертеться. Немножко какое-то авральное такое состояние, да, либо вам катастрофически не хватает времени. И вы себя чувствуете как заряженная юла. То есть ваш день начинается, что вы просыпаетесь, заряжаете себя и целый день крутитесь. А потом просто падаете, плюхаетесь в кровать. Но эта ситуация не продлится долго. Здесь может быть пару дней, 2-3 дня, а потом все нормально будет, все устаканится, вернется в привычное русло. В самом венце, с левой стороны, какой-то человек вам свое решение озвучивает, и вы ощущаете легкую дрожь, потому что вам будет очень приятно, что вы услышите. Может быть, вы уже не ждали, не надеялись, в это не верили. И тут вы получаете добрые слова, да, хорошее, доброе решение по отношению к вам. Будет невероятно приятно. Ну а с правой стороны у вас сердечко. Сердечко, которое вам чья-то рука отдает. То есть либо человек признается в своих чувствах, либо вам докажет свою любовь. Свое сердце своей же рукой вам передает и отдает. Но это приятно, это тепло. Так, мои хорошие, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.